за сутки по республике зарегистрировано 13 новых случаев заражения коронавирусом. В том числе в городе Бишкек 1, Нарынской области 3, Иссыкульской области 2, Чуйской области 1, Ошской области 5, Чалабатской области 1. Таким образом, всего на сегодняшний день, 31 марта, всего по республике подтвержденных случаев 107. Из них в Джалабатской области 51, Ошской области 28, Чуйской области 4, Баткенской области 1, городе Ош 9, городе Бишкек 8, Нарынской области 4 и Иссыкульской области 2. Все они, естественно, госпитализированы. Из зарегистрированных положительных случаев 58 женщин, 49 мужчин. Если мы распределим зараженных лиц по возрасту, к сожалению, увеличивается количество инфицированных детей. Всего их 11. Это имеется в виду возраст до 15 лет. И до года 2 ребенка. Лиц пожилого возраста 31. По поводу наших госпитализированных больных. 3 находятся в тяжелом состоянии. Из них 2 в стабильно тяжелом состоянии. Они находятся на лечении в Наукатской территориальной больнице. 1 больной находится в Ольской областной клинической больнице. В крайне тяжелом состоянии он находится на искусственной вентиляции легких. По поводу исследований. Всего с начала вспышки проведено 8186 исследований за сутки, 777 исследований на коронавирус. По поводу обсервации. Всего по стране за все время было изолировано 5638 человек. Из них отпущено уже под домашнее наблюдение 3870 человек. В настоящее время на обсервации находится 1592 человека. По поводу контактных лиц. Здесь очень большая работа проводится по их выявлению, обследованию и дальнейшему наблюдению. На сегодняшний день контактных лиц 5771 человек. В том числе мы их делим на 2 категории. Близкие контакты, семейные контакты. Их 1561 человек. Контактные лица уже 2 категории, немножко удаленные контакты, другие. 4210 человек. И здесь я хотел бы особо обратиться к нашим телезрителям с просьбой большой. Если взять вот анализ за последние 2 дня, у нас 23 новых случая. 10 человек было вчера, сегодня вот уже еще 13 добавилось. Из них только 4 случая являются завозными, то есть лица, которые пересекли границу нашего государства. Остальные 19 человек, это контактные, они уже заразились уже внутри нашей страны. То есть это местное заражение. Получается такая картина, что наши медицинские работники, рискуя здоровьем, жизнью, добились. Вчера вы уже информацию получили, что 3 человека уже выздоровели, выписаны домой. И в это время мы уже получаем, вот, к примеру, за 2 дня 15 случаев в 5 семейных очагах. То есть, к сожалению, наши граждане где-то они не полностью соблюдают все меры на домашнем, изолированном, семейном карантине. И что вот особо беспокоит, это то, что заражаются дети. По поводу работы сейчас вот с населением. Мы сейчас во всех областях, независимо от того, какая там эпидситуация, уже запустили 257 мобильных бригад медицинских работников. Туда входят специалисты центров семейной медицины и эпидемиологи. Они со всеми лицами, которые находятся на домашнем карантине, встречаются, проводят их обследования.
если нужно клиническую симптоматику, и если есть необходимость, они их направляют в стационар. И здесь вот нам нужна помощь, чтобы вот наши лица на домашнем карантине, их соседи, чтобы вот общение, контакты минимизировали или вообще прекратили. Были очень много вопросов насчет того, что медицинские работники не могут доехать до места работы и обратно домой. С каждым днем эта цифра увеличивается. На сегодняшний день 797 единиц автотранспорта уже нами обеспечены. Спасибо международным организациям, органам местного самоуправления. Этот процесс изо дня в день нормализуется. Очень много вопросов насчет того, что как мы готовы сейчас вот к возможному увеличению количества инфицированных. Система здравоохранения готова. Есть резерв коек, подготовленные специалисты. Наши специалисты работают по самой современной, ВОЗовской уже одобренной Всемирной организации здравоохранения клиническому руководству. Мы первое клиническое руководство уже запустили, уже в сети. Буквально сегодня-завтра мы уже обновленную новую версию с учетом последнего международного опыта уже запустим. 180 человек, медиков, они уже готовы добровольцами выехать в любой регион, чтобы оказать уже помощь местным медицинским работникам. По поводу медикаментов. У населения есть вопросы, конечно, насколько мы готовы. Мы готовы на ближайшие уже, я имею в виду, что недели у нас трехмесячный запас медикаментов в лечебных организациях имеется. По поводу зараженных, там есть специальные препараты, называются антивирусными. Есть в наличии, и мы еще работаем с международными организациями. Они нам обещают в этом отношении помочь. Средства индивидуальной защиты. В первую очередь все медики, которые работают в очагах, кто работает уже в стационаре, они обеспечены полностью. Остальных мы по мере возможности ежедневно дооснащаем. По поводу, получается, качества тест-систем. Есть единичные случаи, когда вот за границей возвращают тест-системы, они недостоверны, у нас такого вопроса не стоит. Все тест-системы, которые к нам поступают, они контрольный уже период проходят, мы обязательно их проверяем. У нас есть эталонные тест-системы. Мы проверяем, только потом уже их мы запускаем. Насчет случаев инфицирования медицинских работников, которые работают в очагах. Ни одного случая, к счастью, инфицирования у нас в республике не зарегистрировано. Их нет. Мы не скрываем, мы работаем открыто, прозрачно. Вся информация, которая поступает по линии штаба Министерства здравоохранения, она абсолютно достоверная.